903-м участке в городе Сунжа не протолкнуться. Как вы видите, очень много людей с раннего утра приходят проявить свою гражданскую активность и сознательность. Всего в Сунже за этим участком закреплено более 2500 избирателей. Из них более 30 человек принимают участие в выборах впервые. В числе первых голосующих глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов давно сделал свой выбор. Руководитель региона призвал всех граждан осознавать всю ответственность за происходящее и принять участие в выборах президента России. Мы же избираем президента страны. Президент страны – это ближайшие 6 лет человек, который будет определять нашу жизнь, нашу политику, внешнюю, внутреннюю, следить за тем, чтобы те проекты, нацпроекты, которые реализовались бы, много вне пределах, по внешнему контуру вопросы есть, да, и президенту придется их решать. Убежден, люди настроены на выборы, и мы сегодня, каждый человек понимает, что это его жизнь будет в ближайшие 6 лет определять глава государства. У нас есть свои устои, у нас есть старшие, младшие, традиции, обычаи, религия своя, мы мусульмане. Поэтому в этой части, конечно, самое главное, чтобы поддержать сегодня и прийти на выборы. Я не говорю, кто, что, в каждом вот здесь вот, понимаете, и вот здесь есть, и видят, как наша жизнь складывается. Поэтому, я думаю, у нас все получится. А в целом хочу пожелать, чтобы каждый человек сегодня в нашей республике, который имеет право голосовать, пришел сюда. Надо, чтобы жена пошла, например, приходит муж домой, вот, потом мужа отпускает туда, если вдруг такая у нас. Ну, в любом случае, надо по-человечески. Это, вы знаете, это вдохновляет, мне кажется. Это же не просто голосование, такое сухость какая-то. Это жизнь. Мы живем и теперь хотим продолжить нашу жизнь с настоящим лидером. Вот и все. Выбор – это возможность выразить свое мнение. Жители Сунжи уверенно заявляют, что не могут оставаться в стороне, когда решается судьба России, которая напрямую зависит от ее будущего лидера. Принять участие в выборах президента Российской Федерации – это очень важно. И я просто призываю всех граждан нашей республики, чтобы они выполнили свой гражданский долг, пришли на избирательные участки и проголосовали за кандидата, которого они выбрали, которому они доверяют. Возможность проголосовать есть у всех. На каждом избирательном участке региона сформированы бригады, которые на дому будут выезжать и собирать голоса. На всех УИКах созданы комфортные условия для избирателей. Комнаты мамы и ребенка, молитвы, организована концертная программа, а именинники и впервые голосующие получают памятные презенты. Сегодня нам стало известно, что у нас в зале есть именинник, поэтому хотим вручить вам вот такой небольшой презент. Поздравляю вас с днем рождения, желаю, чтобы у вас все было в жизни хорошо. Очень приятно. Я считаю, долг каждого гражданина. Каждый человек должен, конечно, принять участие в выборах, так как решается, мне кажется, судьба всего народа, нашей страны. И я считаю, каждый голос очень важный. И должны принимать участие в выборах. Их всех призываю. Каждый голос станет звеном в цепи исторических перемен, направленных на благополучие нашей Родины, отмечают жители. Поэтому стараются никогда не пропускать такие важные политические события. Гражданин этой республики, считаю, что каждый человек обязан пойти на выборы
Всего в Ингушетии открылись 142 избирательных участка. За всем процессом голосования внимательно следят общественные наблюдатели, а председатели УИКов отвечают за высокую организацию голосования. Как мы видим, голосование проходит очень активно. Люди приходят, у нас помимо того, что голосуют, еще наслаждаются концертной программой. Голосование, прям, если можно сказать так, на ура. В общем, никаких нарушений пока что не выявлено. У нас вообще на территории на нашей 2523 голосующих должны прийти. Но мне кажется, большая часть даже сегодня уже здесь мы наблюдаем в зале. В общем, все проходит так, как должно быть. 8-е выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии, проходят 3 дня с 15 по 17 марта. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая. Президент страны избирается на 6 лет, то есть до 7 мая 2030 года. Зелимхан Калоев, Султан Булгучев, Магаз 24.